Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня сегодня в программе. О приоритетах экономики президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем. К столетию Рауфа Лакоба более 30 фотографий семьи Нестора Аполлоновича Лакоба были представлены на выставке в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба. Турнир любителей футбола. В Сухуми открылся любительский турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств республики. В Абхазию с рабочим визитом прибыл заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. С замминистра экономразвития встретился президент Абхазии Аслан Бжания. Обсуждался ряд актуальных вопросов экономического сотрудничества. Добро пожаловать в Абхазию, Дмитрий Валерьевич. Давно не виделись. Накопился ряд вопросов, которые требуют совместного нас с вами обсуждения. Уверен в том, что сегодняшняя работа будет у нас продуктивной. Уважаемый Аслан Георгиевич, я очень рад сегодня быть здесь. Безусловно, вопросы, которые мы решаем, и те, которые накопились, мы обязательно обсудим и выработаем подходы к их решению. Я бы хотел в самом начале нашей встречи выразить вам действительно искреннюю благодарность за ту безусловную поддержку, которую республика оказала с первых дней проведения специальной военной операции, за признание республик Донецкой и Луганской, за ту помощь, которую вы оказали в первые же дни, когда к вам приехали, насколько я знаю, более 200 человек, женщин с детьми, и вы оказали им прием, практически отеческую заботу, медицинский уход, бытовые условия создали. Сейчас я слышал, что уже почти все вернулись домой. Осталось там чуть более 30 человек. И остались те, кто, наверное, просто захотел в сезон здесь немножечко побыть в прекрасной Абхазии. Так что также я искренне вам благодарен за то, что лучшие сыны Абхазии сегодня плечом к плечу вместе со своими российскими братьями из Вооруженных сил Российской Федерации, из специальных подразделений Российской Федерации, из милиции Луганской и Донецкой республики плечом к плечу совершают свою очень непростую, но такую важную миссию, не позволяют свершиться нацистскому реваншу в Европе. Поэтому я думаю, что это очень важные события, которые сейчас переживают наши братские страны и народы. По вопросам, которые у нас связаны с нашим инвестиционным, экономическим сотрудничеством, да, действительно, мы сегодня, я думаю, многие из них обсудим, многие из них даже, наверное, и найдем какие-то решения, ну и дальше будем продолжать работать. Та реакция, которая была здесь, в Абхазии, на спецоперацию, которая проводится на территории Украины, не могла быть иной. Народ Абхазии в едином порыве решил поддержать народ Российской Федерации. Это требовало ожидать, потому что на принципиальные вещи, на ценности, которые формирует человек, у нас одинаковый взгляд, что является основанием для того, чтобы наши отношения и в дальнейшем укреплялись, и мы становились ближе и понятнее друг другу. Это было прежде всего желание многонационального народа Абхазии, абхазского народа, который понимает, что такое беда и как важно такие непростые жизненные моменты почувствовать плечо поддержки. Поэтому тут иного и не могло быть, и иного никогда не будет. В этом ключе все предельно ясно и понятно. Президент Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлиба, который уже 17-й день проводит акцию голодовки, связанную с повышением цен на ГСМ. Президент отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Глава государства пригласил Джансуха Адлиба в администрацию президента с тем, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты. Однако Джансух Адлиба отметил, что не может в одиночку принять такое решение. Глава государства также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлиба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Аслан Бжания еще раз призвал Адлиба прекратить голодовку, подчеркнув, что готов к диалогу по имеющейся проблеме. А проблема по специалисту.
Хауша зайку шахатра, ихо, шухо. Умомо уизу грого, я хочу Алшара смолшико, а умане. Вора, я шану за что? Ну, я что тахзер, хауша бакат, пахапа. Я что визам тахт дуло, я хансивит барсхо. Я что было ям бакон, лапчабаем бакон. Не на словах, а на поступке, на деле. И нумба, агрегоратский хой, алайки хая хаамты. Что айца ару бля ара, виза. Бух, ну. Бревус, аварцы зелени, базаропа, шахатра, язаропа, кад, язаропа. Буду шербат страховного шоу. Нас выйдут, мои выйдут, облианты, Сара, объективно, хазнеев. Шарас майдзе, это полемика Азара. Аса дусу было на Сара, пошли с Бозги. Я шагнул, как и дусу было на Сара, пошла шагала. Сара, похож ваша ТПО, чиновник доб, аурус министр доб, секунд дату, кое ты помог. Раз ахайт, успет, вас возвахайт, болю, среди сахайт, я сахай шагала, точно, вас я. Зеро шпоусура. Давление, Акима Геджидова, Придаева, Мараз, смотрят. Я сейчас с вами дискутировать не буду. Я вас услышал, я этой проблемой занимаюсь, и решение этой проблемы для меня важная задача. Важно, это, да, конечно, важно. Да, важно, я этим занимаюсь. Несмотря на состоявшуюся с главой государства встречу и готовность руководства страны к диалогу, Джансух Адлиба не прекратил акцию. Кроме того, вечером на площади Свободы собрались несколько десятков человек. Они пришли выразить поддержку активисту Джансуху Адлиба. Напомним, что основное требование Адлиба – снижение цен на топливо, что уже имеет место. На вопрос нашего корреспондента о дальнейших действиях Адлиба ответил, что не намерен покинуть площадь и ждет очередной встречи с президентом. عاشج أبسنا خدا برد دايد عشان زوب شو حسيحي أخوي سرنس ويودو كل ما حد سنسزع ما بس أشوفك تزبنزر ري سرا ساق زمشتا أجل رزقي يحزيب شو سوب أجل رزقي يصير حروب عاش متنس خلاص بيباز ويأجلر يرقم بخدي أبراح نيزة وبيفتح بارح تقوب رحيل. К другим новостям. Евгений Палант и его жена Ольга загадочно погибли в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье, сообщает московский комсомолец. Предварительно причиной смерти стали колото-резанные раны. Полиция работает на месте происшествия. Евгений Палант, видный бизнесмен, активно вкладывался в услуги связи. В частности, он имел солидную долю в компании Installsite, которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи. Евгений Палант также является совладельцем абхазской компании сотовой связи «Амобайл». Смерть Евгения подтвердил и гендиректор компании «Амобайл» Борис Барциц. Кроме того, Палант занимался активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал театру русской драмы имени Искандера в Сухуме. Судебная коллегия Верховного суда под председательством судьи Генри Гамисония огласила обвинительный приговор по делу о хищении Ирины Доча 2 июля 2016 года и убийству Дмитрия Озгана, имевшего место 8 ноября 2017 года. Виновными признаны Алхас Дзидзария, 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Геннадий Блаб, 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Варден Чантурия, 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Джумбер Авизба, 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом. Джумбер Авизба однозначного наказания освобожден в связи с фактическим отбытием срока наказания за время задержания под стражей. Суд также установил вину Астамура Дзидзария и прекратил производство по делу по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью последнего, убитого 4 февраля 2020 года в СИЗО МВД. Продолжаем выпуск. В Сухуме по инициативе АНД прошел круглый стол на тему экономической ситуации в стране. В его работе приняли участие экономисты, депутат парламента Беслан Халваш, предприниматели. Репортаж Эсма Гуланция.
Главные темы круглого стола – пути выхода из текущего экономического кризиса в краткосрочной и среднесрочной перспективе, законодательные меры по увеличению доходной части бюджета. Открывая встречу, модератор мероприятия Ахра Ристава дал оценку нынешней экономической ситуации в республике и отметил необходимость принятия недостающих законов в этой сфере. Мы вернулись к ситуации, когда внутренний товарооборот меньше, чем импорт. То есть турист приехал и уехал, и значительная сумма денег тоже ушла с туристом. Надо нам утроить практически производство собственных товаров, особенно в пищевой промышленности, для того, чтобы деньги оставались, как я говорил ранее, в стране. И нам надо увеличить хотя бы в 2 раза внутренний товарооборот. Нам надо привлечь в бизнес, минимум до 6-7 тысяч наших граждан, чтобы они занялись бизнесом. Во встрече принял участие председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он отметил, что по всем ранее нерассмотренным законопроектам, оставшимся от предыдущих созывов, проводится ревизия. В этом направлении ведется работа. Мы с администрацией президента, с кабинетом министров, с соответствующими структурными подразделениями парламента. Мы эти все законопроекты будем рассматривать. Намерение нашего комитета заключается в том, чтобы максимально вовлечь в этот процесс как можно больше политических сил, общественных организаций, научное сообщество, экспертное сообщество, для того, чтобы мы, насколько это возможно, избежали совершения ошибок при принятии тех или иных законопроектов. Прежде чем говорить о практических мерах, необходимо разобраться в причинах кризиса и охарактеризовать их, считает бывший министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Прежде чем говорить о конкретных мерах, надо было бы дать ответы на следующие вопросы, на которые, мне кажется, пока еще ответы не даны за всю послевоенную историю. Нет однозначного толкования, нет однозначного трактования ни в практической среде, ни в научной среде. Какую экономическую модель мы планируем, какой экономический строй мы строим. С точки зрения классического капитализма земля относится к средствам производства. Земля – ее недра. Готовы ли мы пустить в свободный коммерческий оборот землю, недра, недвижимость? Соответствует ли это нашему самосознанию, менталитету, культуре? Приемлем ли для нас классический капитализм и как это обеспечить проблемы безопасности и сохранности государствообразующей нации? Своим мнением об экономической ситуации в стране поделился председатель АНД Адгур Ардзинба. Сегодня кризис в той степени, в которой мы его ощущаем, это в первую очередь рост цен на товары и услуги, потребительские товары, потребительская корзина 230, 200, 300, 400% рост цен по некоторым позициям. Конечно, здесь у нашего государственного аппарата, у правительства возможности ограничены, но тем не менее, на мой взгляд, можно было предпринимать ряд шагов, которые, к сожалению, мы пока не видим. Если взять для примера правительство Российской Федерации, уже 28 февраля была создана специальная правительственная комиссия по мерам реагирования и устойчивости экономики в России, и более 55-60 разного рода мероприятий, действий было совершено правительством России. И, как вы видите, под колоссальным давлением со всех сторон практически они устояли. Говорили и о необходимости внедрения цифровизации в различные сферы жизни и производства. Приглашенный на встречу предприниматель Дмитрий Халбад рассказал о том, какие плюсы несут в себе современные IT-технологии. Цифровизация, она призвана упростить деятельность в любом направлении. Я могу привести пример, допустим, то, чем мы сегодня занимаемся. Это безопасный город. С одной стороны, он позволяет минимизировать количество сотрудников правоохранительных органов, которых на сегодня и так недостаточно в нашей республике. И люди, которые сегодня занимаются слепым патрулированием определенных участков в городе, они фактически в
принципе не несут никакой эффективности, да, в этом направлении, когда можно создать определенный ситуационный центр, обеспечить, допустим, доступ ко всем этим видеокамерам каких-то сотрудников правоохранительных органов, которые могут вести объективный контроль. Круглый стол продолжался около 2 часов. Участники высказали различные мнения относительно путей развития экономики страны. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба прошла однодневная выставка, посвященная столетию Рауфа Несторовича Лакоба. В экспозицию вошли более 30 фотографий семьи Нестора Аполлоновича. В память о семье Лакоба были зажжены свечи. На мероприятии присутствовали министр культуры Даур Ковья, представители творческой и научной интеллигенции, политические и общественные деятели. Репортаж Рады Чачава. История нашей страны знает множество великих личностей, навсегда вписавших свои имена в вековую память республики. Одной из самых значимых – Нестор Лакоба. В истории Абхазии жизнь семьи Лакоба стала одновременно трагической и героической страницами. Нестор и его семья были уничтожены органами советского НКВД. К столетию Рауфа Лакоба, сына Нестора и Сарии, трагизм и фатализм минувшего буквально витает в воздухе. На выставке, состоявшейся в музее имени Лакоба, множество людей. Они вглядываются в черно-белые портреты из далекого прошлого, образы людей, отдавших жизнь за свои идеалы. Событие очень тяжелое, воспоминание о той судьбе нашего абхазского народа, которая семья Лакоба полностью целиком испытала на себе. В этом доме, где проживал Нестор Аполлонович Лакоба со своей семьей, до репрессий счастливая была семья. Но так случилось, вот этот проклятый 1937 год, который унес много жизни бывшего Советского Союза, в том числе и очень сильно пострадала интеллигенция Абхазии, и среди которых был, конечно, наш выдающийся государственный политический деятель Нестор Аполлонович Лакоба. Рауф Лакоба был арестован в 15-летнем возрасте и около 4 лет содержался в тюрьмах Сухума, Тбилиси и Москвы. Совсем юному Рауфу и 3 его двоюродным братьям было предъявлено обвинение в контрреволюционной и террористической деятельности. В 1941 году военная коллегия Верховного суда СССР приговорила юношей к расстрелу, а 28 июля 1941 приговор был приведен в исполнение. По дошедшим до наших дней источникам, Рауф Лакоба был скромным, добрым и очень справедливым юношей. Историями о жизни мальчика поделилась с нами директор историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия. В классе у них всегда были всякие мероприятия. Вот однажды, попросили Рауфа, чтобы он пришел на сбор, пионерский сбор, и рассказал о своем отце. Он помолчал, но ничего не обещал. На второй день он пришел в класс, правда, сразу ему сделали замечание, почему же он не был на сборе, почему он не рассказал об отце. И он говорит: ну вы как можете себе представить, что я встану и буду рассказывать, что мой такой папа был примерный, хороший. Я себе этого не могу позволить. Я не имею права, и папа бы меня за это поругал бы. Он очень умел дружить со всеми, с девочками, с мальчиками, и защищать девочек, если кто-то их обижал. Он был такой волевой мальчик. В экспозицию вошли более 30 фотографий семьи Нестора Лакоба. Они были развешаны на голых кирпичных стенах в 2 залах музея. В память о семье Лакоба были зажжены свечи. К сожалению, за 29 послевоенных лет так и не удалось полностью восстановить здание музея Лакоба, бывшее когда-то его квартирой и пострадавшее во время боевых действий в 1992 году. Глядя с сегодняшнего дня на жизнь семьи Лакоба, семьи, пожертвовавшей всем ради своей страны, мы обязаны помнить об их подвиге, мужестве и героизме. Благодаря архивам Баграта Шинкуба до наших дней дошло письмо Рауфа Лакоба Лаврентию Берия. «Дорогой дядя Лаврентий», – пишет юный Рауф, – «вы хорошо знаете нашу семью. Я не могу себе представить, что папа мой был врагом народа. Я и мои двоюродные братья осуждены на смерть. Прошу вас сохранить нам жизнь. Мы ведь еще совсем молодые. Нам исполняется всего по 18 лет, а мы уже более 4 лет в тюрьме. Надеюсь на вашу милость. С надеждой. Рауф Лакоба». Под этим заявлением чуть слева резолюция. Отклонить. Расстрелять. Рада Чачава, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. К
К другим новостям. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения учителю начальных классов Гагарской средней школы номер 1 Нателе Смыр и директору Пицунской абхазской первой школы Доне Малия присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжаня. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла защита дипломов выпускников Сухумского художественного училища имени Чачпа. 20 выпускников отдела живописи и дизайна представили на суд экзаменационной комиссии свои работы. На защите присутствовали советник президента по вопросам культуры и науки Нукзар Логуа, министр культуры Даур Кове. С 1 по 7 июля в Абхазии пройдет второй международный оперный фестиваль «Опера Вива». Об этом сообщает Министерство культуры. Открытие фестиваля состоится 5 июля в 20 часов в Абхазском драматическом театре имени Самсуна Чанба. 6 июля в рамках фестиваля здесь же пройдет концерт «Пиано-дуо». Закрытие фестиваля состоится в концертном зале Пицунского храма 7 июля в 17 часов. В Сухуме открылся любительский турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств республики. На церемонии открытия присутствовали спикер парламента Лаша Ашуба, исполняющий обязанности генерального прокурора Абхазии Руслан Тарба, министр здравоохранения Эдуард Будба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз, а также представители команд ведомств, участвующих в турнире. Все подробности в репортаже Адиса Сагария. Организаторы подготовили для участников турнира яркое открытие, которое по традиции началось с торжественного построения команд. Прозвучал гимн Абхазии. Украшением мероприятия стали ансамбль «Адау», команда по черспорту и черлидингу «Чирио», танцевальная группа детской школы искусств имени Ковача «Апснакрей» и ансамбль «Нарт». Яркими и зажигательными композициями они поддержали команды и болельщиков, создав атмосферу праздника. Приветственным словом к участникам и гостям турнира обратились председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз и министр здравоохранения Эдуард Будба. Всем присутствующим я хочу пожелать здоровья, добра и больших, международных, наверное, успехов. Спортивное мероприятие, направленное на поддержку любительского спорта, здорового образа жизни, командного духа, собрало на поле 20 команд министерств и ведомств Абхазии. Хотим, чтобы этот здоровый образ жизни пропагандировался и всегда. Много было уже ранее сделано. Этот турнир был прекращен на определенный период, когда была коронавирусная инфекция. Сегодня мы можем с большим удовольствием присутствовать на этом турнире. Всем здоровья, ведите здоровый образ жизни. После торжественной части была проведена жеребьевка, по итогам которой в первый день турнира сыграли команды группы «Д» и «Б». Сборная МВД встретилась с командой Министерства культуры. Встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу МВД. Во втором матче встретились команды Министерства обороны Абхазии, пограничного управления ФСБ России. Матч завершился со счетом 5-0 в пользу команды погрануправления. Согласно регламенту, на первом этапе команды проведут однокруговой турнир. Затем коллективы, занявшие первые 2 места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары. Турнир будет проходить в течение месяца. Адиса Сагария, Камила Джопа, Абхазское телевидение. Министерство просвещения и языковой политики и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова объявляют набор абитуриентов, желающих поступить в БГТУ. Желающие поступить должны явиться в Министерство просвещения и языковой политики для заполнения анкеты. Обучение проводится на бюджетной основе. Тестирование абитуриентов пройдет в Минпросе в четверг, 30 июня в 10 часов утра. Абхазский государственный университет объявляет прием документов от абитуриентов с 4 по 12 июля ежедневно с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии АГУ по телефону 223 10 22 или на официальном сайте университета. Министерство здравоохранения теперь будет работать по новому адресу. Как сообщает пресс-служба министерства, ведомство переехало в новое здание, расположенное в Гудоу-Плаза на 6-м этаже. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду 29 июня на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.